Дорогие друзья, у нас сегодня присутствует еще один гость удивительный, замечательный, харизматичный, юмористичный и очень-очень талантливый. Это не просто реклама, а на самом деле, когда я впервые, вот вы знаете, наверное, вот так нужно обучать белорусскому языку. Когда я взяла сборник Алексея Голоскока в руки и начала читать, там были и слезы восторга, там была и радость, там были и слезы, там была и улыбка от его из «Веселой торбы» стихотворения. И прежде чем Алексей Петрович сегодня выйдет на сцену, мы хотели бы показать, вот наш театр, да, некоторые его стихи из «Веселой торбы», которые подготовила Наталья Ивановна Казанкова со своими воспитанниками. Итак, театр «Дар» представляет, подарок делает Алексею Петровичу Голоскоку, а потом вы его увидите. Дорогие наши зрители, Анна Петровна представила нас как театр «Дар», школьный театр «Дар». Замечательное такое название, кстати, тоже по инициативе Анны Петровны. «Дар» имеет двойной смысл. Это название. Это способные дети выступать будут перед вами. И это желание подарить людям добрые, хорошие чувства и эмоции. И вот такой замечательный сборничек мы сегодня представляем. Сборник Голоскока с «Веселой торбы». Первый верш будет называться «Образание». У холодном листопаде образал дедок суки. Зим онук был в саде, яны с дедом дружбаки. Дед, ты на что отрастаешь? Стольки голля з добрих древ. Ті ти дров зусім не маєш, ті під старость звар'ятєв. Бачиш, як смаркач образів дробяза, а як подтяв. Я, соколик мой, знищаю тільки хворые суки, молоденьких не чапаю, хай растут во все боки. Со старых галин, мой внучек, больше нам яблоков не рвать. Не над у книжках. Над у книжках сёння вучаць, як старое прибирать. Вось цяпер ты уже знаешь, як ухоживаться для дрыв. Дед, а что тебе отрезать, как и ты помолодел? Знов збентежився старенький, з півгодини соп мовчав, потім буркнув. От дурненький, коли б я про то и знал, дык годов тому 15 знищив корень той под суп. А теперь пора збираться. Змарновал настрой ты, внук. Наступний чудовий вірш його назвою «Цели». Це не поглядів на що цели. Читає Віка. Виктория, так, выходи. Вовкунович. Вось тебе, дитя, пятерка, как на 5 лишилася. Дык чому ж моя ти зорка нешта зажурилася? Новые теперь порядки, мо ты, дед, не ведаешь. Хвалять зараз за 10, 5 от знака бедная. Бач, як
Віктора Пенігіна. Вірш «Заляцання». И Максим, Максимушка тоже. Да, Максим от автора слова, иди сюда. Максим Марза, внучек нашей Веры Евгеньевны Скибы. Спасибо вам за такого внука. Работаете. Скажи мне без нужды, Син пристав до тати. Єнчик так, чому коти весну каля хати? Это так не шукають кошек собі в пару. Жить з собою запрошають, кличуть свою мару. Пройде час і побягуть дітки котяняти. Люди всіх їх розберуть, кам'ячков пухнатих. Син же батьку те п'якав, знов спитав. Так само каля плоту ти кричав, каб знайти нам маму. Дякую. Вот столько жизни в стихотворениях Алексея Голоскока, и вы знаете, столько юмора, столько и любви. И я много говорить не буду, единственное скажу о том, что Алексей Петрович военный. 25 лет отдал он службе в вооруженных силах. И то, что он до сих пор, и он летел, вот я помню, что у меня пробили слезы, когда он, может, он прочитает это стихотворение, когда он отслужил 25 лет уже в бывшем Советском Союзе, он не шел, а летел на свою родзиму. И сегодня пишет он только на белорусской мове. И так проникновенно, что просто не найти слов. И то, что он до сих пор сохранил такую форму и юмористическую, и поэтическую. Большая заслуга его жены, красавицы жены Ларисы Ивановны. Давайте поаплодируем. Они здесь присутствуют оба. Лариса Ивановна и Андрей Петрович Голосков. Давайте его поприветствуем. Нашего большого, красивого военного. Пожалуйста, сюда, Алексей Петрович. Сборнички стихов Алексея Петровича Голоскока разбежались, тут же их разобрали. Как правило, сборники не покупаются, а тут не хватило даже сборников. Так, Алексей Петрович, пожалуйста, мы очень рады, что вы приехали из Ганцевичей со своей супругой Ларисой Ивановной. Аплодисменты жене. Аня, я хочу сказать, как вы запомнили с сегодняшнего вечера назавсёды, что я не Александр Егорович, не Александр Петрович, а я Алексей Петрович. Несколько раз и не так сказал. Я передаю вам привітання от Жихаров Ганцевич. Задовольнение. Жадаем мы всем вам добробыту, тепла в хате, добрых относин поміж всей родней и своими близкими. Ну, а это уже Аня напомнила про той ежик, я расскажу. Я не ведаю, тут перекликаются мои думки с классиком, что за межами 25 годов я жил, то я ведаю, что лепче наша країна нема лепшего народу и нема больше милагучного и вельми сенсованной мовы, чем наша. Она лечится другая по мелодичности после итальянской. Ну, про мову это потом, а гэты верш я тогда расскажу. Спознал я обдымки туги. Мне сум развітання знайомий. Чужие вітав береги, з яких птушки рвався додому. Коли на родину летів, здавалося, зложиться крил. Стогнав, не здавався, терпел, откуль только бралися силы. А сегодня с Полесской земли лежу захоплением у неба и ведаю, что ни петли
не вяет тут смачного хлеба, а з наших прозрыстых крыніц глыточек водицы спатолить. Я в гости приеду, поклич, а вось назаўсёды ніколі. У свете есть много краін прыгожых, цяплейшых, багатых, а я шляхам стомлены сын вярнуўся в бацькоўскую хату. Адсюль хай душа адляціць да зорак пад плач завірухі, і земля, дзе па шчасце лажыць. Будь мне дываном, будь і Бог. Ну и, конечно, я присвятил моей родной Беларуси вірш, який называется «Беларусь моя родная милая». Беларусь моя родная милая, да тебе я заўсёды ляцеў птушкай стомленай з выгаю, шляхам тым, што вядзе карацей. Не могу наглядеться в озеры, эти восной воды глубини, и вачами мне не обмерать над моей головой вышиню. Не могу я поветром надыхаться, коли раптом распустится бес, ручаевой водой спотолиться, что бежить про засмуженный лес. Не могу обойти все полетки, повитать все бары и гаи, не могу надивиться на кветки, на небеса блакит у горы. У житті гэта много не змерано, нават думка не все зразумець. Будзе жыць Беларусь моя, веруя, буду садом весновым квітнець. Ну и про гумор. Уже тут сказали, что у меня книжка и гумор есть. Так я вот некоторые, все, что написано у меня, то все правда, и что детки рассказывали, это с того, что было я бачив. Ну, діалог. Набрався знов, як жаба мову. Ну покажи, ти що принес. Сам погуляв, а жонце дурив, каб чорт тобі до ранку зрос. Сусяти вип'є, і паперок завсёды, і цукерок завсёды принесе домов. Тебе в них немає паперок, все тягнеш до своїх сябров. Наш пот і той хоч раз у тиждень, як зловить миш, дик мне несе. Ну признавайся, старий злидень, знав гроші просадив усе, чого мовчиш, скажи хоч слово, бо не утримаюся, заб'ю. І отказав муж безтолково, ну де тобі йому миш ловлю. Ну и еще один, и я думаю, тут много еще. Кто захочет познакомиться с моими вершами в нашей библиотеке, я у Лунинцам подарил свои 3 книжечки. Там и лирика, и гумор, и там и песни есть на мои слова. Ну, а это верш написанный с какой причины. Маленькая моя внучка пришла такая до меня в гости, хоть и котры было, может, криху больше. Ну, прилезла до меня на ложек, обняла меня и кажет: дедушка, я тебя так люблю. А я уже обрадовался, она протягивает. Ты так похож на обезьяну, на мою игрушку. Внучка каже: дед мой родный, вельми я тебя люблю. Бо на малку ты подобную, цацку лепшую мою. Говорю своей маленькой, что ранее таким не был. Это я теперь свенький и морщинок шмат набыл. Потім здимок їй у ручку, той подав, де молодий. Погляди на мене, внучка. Ні, дядуля, тут не ти. Книжечка, наша книжечка, вам когда не молчит душа. Это что приехали до нас девчата, женщины из Украины. Я могу им подарить сборники, несколько своих, и они поехали с подарунком в нашей Беларуси. Да, так. А вы сейчас увидите, у нас, когда они вчера приехали, Алексей Петрович, хорошо, я им скажу,